Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чей покой вы нарушили? Кто в сердце вас содержит? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Чей же покой вы тут нарушили? Ну, сразу хочу сказать про какого-то бывшего. Здесь есть какой-то бывший, который сейчас находится с другой женщиной. В последнее время этот мужчина очень активно либо интересовался вашей жизнью, либо у вас встреча произошла. Ну, в общем, он недоволен. Он недоволен тем, как вы изменились, как вы в лучшую сторону изменились. У него аж, знаете, вот скулы сводят, когда он о вас думает. Он-то думал, что вы без него пропадете. Он ведь думал, что вы там будете, не знаю, босая по снегу за ним бежать, молить его вернуться, да, что вы никого себе не найдете, что вы будете такая несчастная, заплаканная, зареванная, там, в какой-то невзрачной одежде. А вы прям красавица, понимаете? Вы красавица, вы такая шикарная женщина. Если была личная встреча, но это был просто удар, я не знаю, в пах. Причем такой, знаете, прямой и очень сильный. Вы такое впечатление на него произвели. Если встречи не было, то явно кто-то во всех красках рассказал, какая вы стали, да, какая вы такая вкусная конфетка, да, лакомый кусочек. Скорее всего, мужчина рассказывал, и, понимаете, вот с такими прям словечками, да, она такая шикарная. Да, от нее все мужики там просто в экстазе находятся. И плюс, вы реально за последнее время, вот с момента, когда вы с ним расстались, вы очень сильно продвинулись, вот именно по жизни продвинулись. Не пропали, не пошли по миру с протянутой рукой. То есть вам есть чем гордиться. Вы молодец, вы умничка. И ему это очень не нравится. Очень. Как бы, знаете, тут как чувство собственника в нем, что ли, просыпается. То ли он такой, как это так, я же лучший из мужчин. Да она должна была там от тоски, от горя с ума сойти, а она, видите ли, живет, процветает. Как так может быть, да? Что происходит вообще? Я так не играю, это не считается. И плюс еще вот эта женщина, которая рядом с ним, она что-то прям совсем либо с катушек слетела, очень такая стала требовательная, агрессивная, либо она на себя забила. Знаете, как такая, типа, пофиг, там нечесанная, немытая, ходит там перед ним. То есть он к ней интерес потерял, и желание потерял, и вообще, знаете, как-то брезгливо к ней относится. И думает, блин, ну как же так, да? А что случилось? Где я свернул не туда? Почему так произошло? И вот он думает, себя на что-то накручивает, то злится на вас, то наоборот сожалеет о том, что вы расстались. То есть у него там какие-то перепады, причем такие глобальные. Я не удивлюсь девочке, что он найдет предлог, чтобы вам показаться на глаза. Вот серьезно вам говорю. Есть такое ощущение, что прям до конца года он точно под каким-то предлогом, надуманным предлогом, где-то вот мимо либо пройдет, либо к вам зайдет, либо как-то выйдет с вами на связь. Удивили. Вы его реально удивили. И, как говорится, вы его сделали. Вот. Нет ему покоя из-за вас. Ну, а когда он увидит вас, да, если не было личной встречи, ну, вот это будет второй для него удар. Так, дальше. Смотрите, вот он вышел, мужчина, который потерял из-за вас покой. Его показали таким гордым львом. Гордый лев. Ну, интересный, конечно, рисунок. У него тут сердце впереди. Он так твердо стоит на лапах, и хвост, видите, как задрал вверх. Человек уважаемый, человек интересный, человек, с кем у вас был разговор, была встреча, причем вот совсем недавно. Какая-то встреча, какой-то разговор.
человек мается мыслью, а что она обо мне думает, либо а как она на самом деле ко мне относится. Этому мужчине очень хочется вам что-то предложить, но он не уверен, примете ли вы его предложение. Типа, нравлюсь, нет, я не понимаю. Я не хочу рисковать, я боюсь рисковать. То есть, если я ее сейчас позову на свидание, либо если вы уже вместе с этим человеком, да, то я ей сделаю предложение, она мне откажет. И что я буду делать? Я буду смешон и глуп, и вообще как я это все переживу. Видите, сердце пустое вышло впереди него. То есть нет уверенности во взаимности. Нет уверенности, что он вам нужен, что он вам интересен, что вы согласитесь. Мужчина сам по себе достойный, я ничего плохого не могу сказать, но есть какая-то вещь, которая вас в этом человеке смущает, потому что с вашей стороны, в его сторону смотрит тоже пустое сердце. То есть, может быть, этот мужчина был неубедителен, может быть, вы ему не поверили, может быть, вы в принципе не понимаете, что вы ему нравитесь, но вы явно с ним как-то общаетесь, как-то, не знаю, сотрудничаете, какие-то дела общие ведете, просто, не знаю, здороваетесь, да, какой-то знакомый. А может быть, это ваш парень, с кем вы встречаетесь, либо даже, может быть, совместно проживаете, но вы сомневаетесь в его чувствах, вы сомневаетесь в том, что вы ему нужны, да, что это все серьезно. Потому что у него пустое сердце, но оно смотрит на него. И у вас пустое сердце, и тоже смотрит на него. То есть здесь именно он не раскрылся. Именно он не показал своих истинных чувств, либо истинных намерений. Ну, бывают такие мужчинки, вроде там с виду крутой, а если дело доходит там до любви, до чувств, до эмоций, то он как такой, знаете, закрытый сундучок, который невозможно открыть. Но ничего, девчонки, ничего. Я думаю, вы распакуете этот сундучок. Смотрите, у вас на горизонте мужчина на букву «Д». С этим мужчиной вы либо еще не встретились, либо еще даже не познакомились. Может быть, вы знаете этого мужчину на букву «Д». Просто он где-то был, да, отсутствовал, там, уезжал, в командировке находился. Да. Вот он, видите, у вас на горизонте, и он идет с мостом. То есть этот мужчина совсем скоро появится. Да, появится как приехавший, либо как новый мужчина, с кем вы познакомитесь. И он будет вот прям попу себе, понимаете, рвать для того, чтобы наладить с вами контакт. Видите, мост хочет с вами, к вам хочет мост. То есть он будет заниматься этим строительством моста, чтобы дойти до вас. И он станет просто колоссальным триггером для вот этого льва. Колоссальным. И вот лев на что-то дорешится. Как будто будет рык такой, знаете, на все джунгли, чтобы все узнали, что он вас любит, либо что вы его женщина, что он имеет на вас какие-то виды. Слушайте, у вас тут такие события скоро развернутся. Просто умопомрачительно, по-другому и не скажешь. Девочки, когда два мужчины сразу начнут уделять вам внимание, либо добиваться вашего расположения, вы расцветете. Вы расцветете. Вы почувствуете, что вы красавица. Вы наконец-таки сможете разглядеть себя, да, какая вы. Вам захочется, да, реально захочется блистать. Вам захочется жить на полную катушку, как говорится. Слушайте, расправите крылья, приведете себя в порядок и, как говорится, во все тяжкие. Вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь, но я вижу, что у вас скоро действительно очень яркая, интенсивная личная жизнь начнется. Ну, представляете, выбор между двух мужчин. И один хороший, второй хороший. И один добивается, другой добивается. Вы на расхват. Тут по-другому и не скажешь. Вам завидовать будут, причем очень сильно. И завидовать будут вам ваши близкие. Например, подруги ваши близкие. Либо сестры, да, если вы тесно общаетесь. Прям завидовать будут. И будут вам всякие колкости говорить, а вы не слушайте. Либо наоборот, эти колкости переворачивайте в комплименты. Потому что это реально женская зависть идет. У кого-то ни одного мужика, а у вас сразу двое. Представляете, еще этот бывший, который тоже вот как-то... Ну, мне почему-то идет, что он появится. Просто появится, вот, хотя бы просто мимо пройдет, поздоровается, но появится. Много думает о вас, очень много. Так, это человек на букву «Д», но у него тут романтика, у него тут, смотрите, дельфин в голове. Ему хочется именно романтических отношений. Я не могу сказать серьезных, я не могу сказать, что там прям под руки да в ЗАГС. Нет, именно романтика, именно интим, именно вот прям
покуролесить вместе с вами. Но вы же там сами думаете, в каком вы будете настроении. А вот этот лев, он более серьезный. Что-то лев. Может быть, он под знаком лев. Может быть, у него имя лев. Да? А может быть, даже имя, как на другом языке, но в переводе означает лев. Но этот более четко прорисовался. Этот, видите, только романтику, а этот прям такой четко на ногах стоит. То есть у него более серьезные взгляды на вас. Да, он не раскрылся, да, он их не показал, но тем не менее прям ориентирован на вас, этот мужчина. Девочки, вы все разные, в этом проблема. Кто-то, правда, с этим мужчиной уже встречается, а кто-то просто общается. И все равно у вас сомнения по поводу этого льва. Не уверены как-то вы. Любит, не любит, хочет, не хочет. У него тут еще знак черепахи, но у черепахи очень длинная шея. То есть человек, он как бы постоянно присутствует в вашей жизни, но при этом очень медленно идет к вам. Ну, в плане там серьезности, в плане каких-то конкретных предложений. Вот. Но шея длинная, это значит, что он просто знает про вас практически все. Он везде свои уши вставил. Но он дойдет. Это не тот мужчина, который будет отступать. Это не тот мужчина, который будет принимать отказ. И еще я вам дам подсказочку. Для вот этого льва ваше какое-то равнодушие, либо ваш отказ – это как стимул. То есть это как вызов, да, челлендж. То есть чем больше вы его, например, там, от себя отталкиваете, либо более равнодушен к нему, тем больше он загорается. Да, в нем просыпается этот инстинкт охотника. И чем сложнее вы ему дадитесь, тем крепче он будет вас любить. Так мне идет. Да. Ну вот он ваш выбор. Понимаете, выбор между дельфином и черепахой. С одной стороны, это смешно звучит, но с другой стороны, в принципе, оригинально, да, потому что черепаха – это про стабильность, это про долговечность, это про конкретику, да, конкретика между вами, вот четкие такие спланированные отношения, которые вот идут и развиваются. Пусть не быстро, но, тем не менее, уверенно, да, уверенно, практично. А дельфин, понимаете, такая рыбка. Сегодня он кушает с ваших рук, а завтра он уже там в океане другую себе русалку нашел. Здесь стоит подумать. Хотя человек на букву «Д» чертовски привлекательный. Прям такой, знаете, горячий, привлекательный. И он смелый. В отличие от этого льва, он реально смелый. Он за словом в карман не лезет. И слушайте, у него язык такой подвешенный. Он просто может, я не знаю, любого уговорить, любую уговорить. Но вы тоже заслушаетесь. Вы тоже заслушаетесь им. Девчонки, еще я вижу подарок. Подарок, который вы получите от мужчины. Только я, к сожалению, не скажу, кто из них вам такой подарок подарит. Подарок очень дорогой, подарок очень ценный и подарок реально стоящий. Вот в плане нужности. Здесь кто-то из мужчин прям шиканет, да, деньги потратит, большие деньги потратит. Вам давно таких подарков не дарили. Может быть, в принципе, никогда не дарили. А вот именно в ближайшее время от мужчины ждите такого подарка. Этот подарок, он, знаете, без слов все скажет. Да? Он расскажет об истинном отношении человека к вам. Потому что даже богатые люди иногда жадничают. Да? А тут человеку прям совсем ничего не будет жалко для вас. Вот главное увидеть ваши счастливые глаза. Главное увидеть, какая вы довольная. Есть такой стимул у него. Не скажу, то ли на букву «Д», то ли вот этот лев, кто из них подарит, но кто-то из них точно подарит. Так что вы еще будете с очень шикарным подарком. Девочки, что вы еще должны знать? У вас такая яркая жизнь начинается. Знаете, вот как время пришло вам блистать, жить, любить, наслаждаться жизнью. Как будто бы вы долго были в каких-то ограничениях, долго вы, не знаю, может быть, боялись строить новые отношения, может быть, вам было не до этого. Да? Вы наконец-таки как будто бы оживаете. Вас ждет очень горячая пора, очень горячая. Если были какие-то болячки у вас, да, болячки там и прочее, вы про это все забудете. Забудете. У вас такие веселые идут дни наполненные и не менее наполненные веселые вечера, ночи. Знаете, вот как гулять до утра, там, не знаю, танцы, веселье, комплименты. Такая пора идет.
Вы расцветете, вы красавица, просто красавица. Кто-то из вас, кстати, решится на какое-то радикальное перевоплощение. Там, поменять гардероб, одеть что-то обтягивающее, коротенькое. Может быть, покрасить волосы в какой-то необычный цвет, сделать какую-то там стрижечку очень стильную. Но прям решитесь, и вы будете неотразимы. У вас глаза будут светиться, глаза, кожа будет сиять. Вы мужиков начнете прямо пачками к себе приманивать. Вот ни один мимо не пройдет, не улыбнувшись, не подмигнув. Прям шеи будут на вас сворачивать. Девчонки, сколько бы вам лет не было, поверьте, вот внимание вот этих двух мужчин сотворит какую-то магию, чудо. Поймете, кто вы есть, вы поймете, насколько вы классная и привлекательная, и вы будете блистать. Вот это самое-самое главное. У кого-то депрессия, да, кто-то там переживает, страдает, а вы прям звезда, и к вам прям приманиваются, примагничиваются эти мужички. Очень хороший момент. Наслаждайтесь, девочки, наслаждайтесь. Жизнь одна. Наслаждайтесь этим моментом. Одна вы точно не останетесь. Абсолютно, я в этом уверена, я это вижу. Вот. А по поводу выбора, я вам сказала, да, вот этот, который лев, он более серьезный, и намерения у него очень серьезные. А тот, который на букву «Д», в сегодняшнем дне, опять же, да, констатируем факт, в сегодняшнем дне, на букву «Д» он больше как на романтику настроен. Там пообщаться, повстречаться, время провести. Конкретных, серьезных каких-то планов у него нет. А вот этот, который лев, да, он все-таки более такой семейно ориентированный выходит. Да, немножко напуганный, но тем не менее семейно ориентированный. Вы ему нужны, вы ему интересны навсегда, а не так, что типа поматросил и бросил. Этого нет. А вот на букву «Д» может так себя повести. Может, это парень какой-то залетный, да, приезжает там к родителям в гости, либо у него работа такая, командировки постоянные. Вот, в принципе, он как прилетел, так и улетит. Я же сказала, дельфин, да? Сегодня ест с ваших рук, а завтра уже в море, в открытом море где-нибудь, в океане плавает. Поэтому имейте это в виду. Не упускайте возможность повеселиться, разнообразить свою жизнь. Вот. А что касается мужчин, как уже сказала, одна вы точно не будете. Так, еще хочу для вас посмотреть этого и этого мужчину. Это ж надо. Такое изобилие, девочки. Еще и бывший там тоже мается, как будто бы подглядывает за вами. Давайте посмотрим на этого льва. Тот, который лев, смотрите, он уже прям на пороге у вас. Скорее всего, тут либо звоночек будет, да, приглашение. Звоночек. СМС-очка навряд ли, скорее всего, лично будет звонить. Вот, и мужчина, он будет чем-то хвастаться, либо приглашать вас отметить какую-то его победу. И вообще, мне кажется, что именно от этого мужчины вы получите очень дорогой подарок. Так, теперь на букву «Д». Мужчина на букву «Д». И этот у вас на пороге. Господи, что происходит? Два мужчины, девочки. Я же сказала, два мужчины. Вот он и вот он. Пожалуйста. А этот, смотрите, этот как-то лично идет. Он вас, смотрите, выглядывает. Он хочет с вами встретиться, но встретиться не просто так, типа договориться заранее, а вот таким сюрпризом просто ворваться в вашу жизнь. Видите, подглядывает. Хорошо, давайте еще на бывшего посмотрим. Что этот бывший затеял, задумал. Господи, и этот тут же. Бывший, видите, он в раздумьях, видите, голову чешет в раздумьях. Все, знаете, выжидает чего-то. Он выжидает. Ему хочется так, чтобы никто не догадался, что ему плохо. Знаете, он хотел бы перед вами вот к красе своей пристать, что типа, я крутой, у меня все классно, у меня там жизнь удалась. Чтобы вы не заметили и не узнали, какая у него мерзкая жизнь и как ему сейчас хреново. Да, 3 мужчины. Хорошо, давайте посмотрим вам какой-то советик, рекомендацию.
какие карты? Что такое? Какие карты? Ну вот как делать гадания, девочки? Вот как? Как можно делать гадания? Смотрите. Вы сильны как никогда, вы прекрасны как никогда. Вы себя чувствовать будете просто комфортно везде и, как говорится, сразу. Очень много приятных встреч и знакомств вас ждет. Очень много. Здесь вы мужиками играть будете, как вот этими куколками, да, марионетками. Просто они в ваших руках, ну, волю теряют. Мужчины, понимаете, одни мужчины вокруг вас. Ну вот два, видите, вот они. Один благородный, другой так, покайфовать. Ждите приятных писем, ждите приятных известий, сообщений, приглашений. И, девочки, жизнь, она ведь попрет. Так, еще один момент хочу посмотреть. Ух ты. Девочки, ну жизнь меняется. Вот как новая какая-то дорога в жизни открывается. Вы другая становитесь. И знаете, вот если дословно прочитать, все то, чего вы так долго искали, ждали, оно приходит в вашу жизнь. Вот истинно приходит в вашу жизнь. Прекрасно, просто прекрасно. Я за вас безумно рада. И, девочки, кайфуйте, наслаждайтесь. Пусть каждый из этих мужчин вас делает счастливой. Пусть жизнь вас порадует, наконец-таки, за долгий-долгий какой-то период. Наслаждайтесь, живите, цветите, сияйте. Ваше время пришло. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.